Сразу сделаем нормальный фончик. 1 minute. Все, готово. Зен Худут. Пока подключайтесь, я сегодня буду записывать видео еще. Потому что так чувствую, тема очень важная. За стрим до Оркты, Характы. Так. За Бихулежуэном. Худут Оркты, стрим Характы. Винхум, рот Харажевена. Ой, что там? Что-то простреливает. А, вот. Нормально. Видите, я мархой юмбэна. Фон. Да. За ходу торкты, стрим характы. Би много шоных видеохахом. На стрим юм. Стрим харгат тягет ушо видеохахом. За уркты характы. Так. Вообще я печатаю, конечно, этот в данный момент сценарий, но задумываюсь вообще об этих всех вещах, которые происходят, о положении нашего народа. И грустно, печально, но надо что-то делать. Иногда, конечно, кажется, что, как сказать, как-то безнадежно все. Ну, к сожалению, действительно, в общей массе, видимо, наш народ слишком пассивен, как-то глуп. И если я выдвинусь, просто надо фон потом поменять. ОЛГО. Вот так, что ли, как-то здесь. У меня еще тут второй телефон. Народ наш, к сожалению, видите, гора родила мышь. Я про нашу так называемую элиту. Видите, они сейчас все без денег останутся, в конце концов. И, их как раскулачат, получается. Деньги отберут, деньги бросят на войну. И ничего хорошего они ни для себя не сделают. Может, максимум для своих детей. Но это же не весь бурятский народ. Да и можно ли их вообще бурятским народом считать? Они хрен поймешь, какая у них идентичность. Здравствуйте, приветствую вас с Украины. Слава Украине. Надеюсь, пока еще не начал запись видео, что Трамп все-таки... Привет вам, Узбекистан. Трамп все-таки сделает верное решение. И, то, что пока переговоры с Рашкой не состоялись, то, что им даже визы не выдали в Германию, это уже хороший знак. И то, что была в Мюнхене украинская делегация, которая смогла выступить, это, я считаю, хорошо. Все равно хороший какой-то знак. В целом, надеюсь, очень скоро Рашка развалится. Такие дела. Ладно, я хочу сейчас записать видео. И, получается, параллельно буду вести стрим. Ладно. Потому что видео... Спасибо вам. Так. Надеюсь, мои слова, мои стримы как-то помогут Украине. Но это, конечно, честно говоря... Если бы действительно какое-то массовое... Просто наши народы в целом за годы эти оккупации как-то слишком отупели. Если бы хоть немножко самостоятельно пожили, может быть, что-то изменилось. А то, что в оккупации живем разрозненный, забитый,
самое главное, мы, получается, когда какая-то нам грозит, вот как сейчас, какая-то страшная вообще проблема, ну, сколько людей умирает, да, там, сколько украинцев наши убивают и сколько своих там умирает. Вот даже в такие моменты мы никак не можем собраться и что-то предпринять. Вот это вот вообще печально. Это вообще трагедия на самом деле. Вообще, насколько наш народ может сохраниться. Я вот недавно даже в Википедии почитал про геноцид коренных народов. Получается, в свое время при оккупации Якутии, оказывается, 70% саха уничтожили. Ну, якутов, то есть. Вы представляете, 70%. Там и тельменов какой-то тоже огромный процент. То есть, когда говорят, вот, добровольное вхождение было, но на самом деле там просто, как сказать, практически полностью все народы уничтожались. Я думаю, там про бурят почему-то не написано, но я думаю, скорее всего, тоже огромный процент бурят просто был уничтожен, убит. Такие вот дела. За ногу худут. Ладно, я буду записывать, короче, видео. Буду туда, в другую камеру смотреть. Ладно. Самбенану худут. Здравствуйте, друзья. Сегодня хочу поговорить о теме, которую поднимал еще год назад, о том, что даже на пороге такой вот страшной катастрофы, которая произошла, войны, когда огромное количество нашего народа либо добровольно, либо недобровольно пошли, в общем, да, надо это все-таки признать, на войну и воюют за тех людей, которые нас оккупировали, устраивали нам геноцид, на несправедливую, на захватническую войну пошли. То есть никакого здесь для нас хорошего результата, исхода явно не будет. И никакой хорошей кармы мы не приобретем. Ну и в целом воевать за своих же оккупантов, я считаю, это вообще какой-то полный позор. Ну ладно, ну худут. Давайте сегодня вот эту вот тему разберем. Год назад я записывал это видео, призывал, получается, что призывал, но призывал в воздух, да. К сожалению, так ничего никто и не услышал или не захотел слышать. Видимо, к сожалению, сейчас я так думаю, многими моя деятельность или таких вот активистов воспринимается, видимо, как нечто вообще непонятное, сумасшедшее, или я не знаю даже, как это все теперь думать об этом. Ну, в общем, я призывал к чему? Чтобы наши олигархи, наши богатые люди, которые все равно в будущем, ну, как сейчас, получается, сбывается, да, мой прогноз, потеряют свои деньги, которых все равно раскулачат, могли бы вкладывать эти деньги в развитие бурятской философской, научной, культурной мысли за рубежом, ну, бурят-монгольской в целом, да, создавать бурятские фонды, спонсировать культуру, выстраивать нашу новую бурятскую идентичность. То есть мы сейчас находимся в таком положении, когда нас оккупировали, и мы, получается, растеряв свою элиту и растеряли свой интеллектуальный, творческий весь потенциал. То есть мы такой народ, как сказать, ну, можно сказать, как стадо стали, да, то есть у нас нет ни своих каких-то лидеров, нет своей какой-то мысли вообще, ни философской, ни культурной, ни научной, ничего. И когда с нами приключается, смотрите, вот такая вот трагедия, как эта война, когда наши буряты ничего не могут высказать против, когда просто, ну, вот как стадо, как бараны просто идут на эту войну, когда вот, ну, совершенно бездумно, да, то есть не возникает никакой мысли, чтобы как-то сопротивляться или еще что-то. Но только единицы, да, получается, убегают куда-то. И то эти единицы, получается, руководствуются не тем, что как-то бороться, сопротивляться, ну, а, как сказать, и даже они не воспринимают это, видимо, бегство э, как сказать-то, как какую-то возможность набраться сил, набраться
опыта, набраться знаний для того, чтобы бороться, освобождать свою землю, а просто а, они, как бы сказать, уезжают просто жить куда-то в другую страну и все. То есть, к сожалению, у нас такого единения какого-то общего нашего бурятского народа, к сожалению, нету. Наша вот эта вот элитка, да, элитка, или как ее назвать, дальше своего носа не видит. А, Помогали они, как, так скажем, на нужды СВО, да, так называемой, на самом деле, войны, спонсировали ее, помогали, но ничего хорошего из этого не вышло. Как мы видим, сейчас их начали прессовать, начали их отбирать их деньги, имущество. Может, они, конечно, что-то успели вывести за рубеж, но явно на, как сказать, на помощь бурятскому народу, на создание каких-то культурных центров эти деньги, средства не пошли, никакие фонды, в конце концов, не заработали. Ну и, в общем, то, что год назад я говорил, вот видео в посте своем приложил, никто, к сожалению, этого не услышал, не захотели слышать. Ну и сейчас не слышат. И, наверное, думают, ну вот, какую-то ерунду говорит, какую-то чушь порит. И я иногда даже думаю, получается, ну, вообще, на самом деле, я говорю, а, ну, по крайней мере, на свое какое-то мнение, какие-то очень простые и разумные вещи, да, ну, которые естественные должны быть. Но такое ощущение, как будто, не знаю, у меня иногда складывается, потому что, ну, наш народ в таком состоянии оказался, да, оказывается, что как будто я что-то такое вот невероятное вообще что-то говорю. И просто печально, что, знаете, понимая просто вот этот вот русский режим, немножко даже, я не говорю о том, что я вот так вот прямо полностью изучил историю вот этого вот русского мира, да, хотя бы даже 100 лет назад что было? Раскулачивание, вот и 37-й, 38-й. Ну что вы хотите, что вы ожидаете вообще от русского мира? Вы думаете, они когда-то изменятся? Они уже, по словам Савромата, 1000 лет такие. А что до этого 1000 лет, что было? То есть никогда этот русский мир не меняется. Посмотрите вот недавнее видео Липсица, я его тоже в посте приложу, который тоже дает анализ. Ну, в общем, этот режим не меняется никогда. Единственное, что может произойти позитивного, когда вот действительно и русский народ будет хорошо жить, и, соответственно, все наши, это когда Рашка это распадется, и все. Другого просто варианта нет. И вообще у нее, получается, с определенного периода, после Ивана IV, одна единственная миссия – это вот расширение, и чтобы как-то народ смог защищать свои права и свободы, такого не было никогда. Поэтому, а, понимая, что мы оккупированный народ, я считаю, все наши народы должны делать что-то. Если вы не можете, не хотите или даже не пытаетесь бороться, да, там что-то делать, ну хотя бы вот такие вот стримы вести, да, как я. Я не говорю, что я что-то такое грандиозное делаю. Просто я вот веду блог и все, да. Ну, на самом деле, э, как сказать, важная, конечно, работа. И это какое-то начало, но можно было бы, учитывая все-таки количество, потенциал нашего народа, давным-давно создать какую-то хорошую студию, что-то сделать, какой-то телеканал, какой-то фонд открыть, культуру развивать и так далее. Но пока за 3 года войны, к сожалению, ничего этого, получается, не сделано. Кто, кроме нас, нашего народа и вообще других народов, это будет делать? Никто не будет делать, я вам сразу скажу. Никакой USAID, ни еще кто-то. Как мы видим, вот некоторые люди из наших народов присосались к этому USAID. Как только он схлопнулся, все, и вся их деятельность тоже прекратилась. Сейчас они все, получается, не знают, что делать, ходят и в полном шоке тоже находятся. Получается так. И, исходя из этого, что выходит-то, как получается? Мы даже на пороге вот какой-то своей гибели, исчезновения, забвения, так и не можем хотя бы понять вообще, что с нами происходит, что с нами происходит геноцид, не можем заглянуть хотя бы на 100 лет назад. Все-таки я этот документальный фильм снимал тоже, вот, когда находился в Монголии, да, про репрессии.
Ну, как-то я тоже немножко слишком, как будто говорю о себе, да. Ну, по крайней мере, я вот понял вот это и пытаюсь что-то делать, объяснить как-то, да, народу. Но, к сожалению, на документальный фильм какая реакция-то? Почему-то, как сказать, да, смотрят, пишут такие комментарии, вот как все грустно было, но какой-то вот, знаете, причинно-следственной связи не видит, да, что вот происходили репрессии, хотя я там и провожу параллель, что сейчас то же самое идет, что надо как-то бороться, что надо как-то сопротивляться. Но на этого потенциала, к сожалению, у нашего народа нету. Ну, давайте вот честно признаем, 3 года война идет, никакого серьезного сопротивления, никакой серьезной хорошей организации, никакого телеканала, никакого культурного фонда, вообще ничего не создано до сих пор. Вот как бы как все было в начале, так все оно, в общем-то, и в таком вялотекущем каком-то безжизненном состоянии так и находится. Хотя у нас, ну сколько, 400 тысяч, да, населения наших бурят. Это только, как сказать, кто в России, да, проживает в оккупации. Ну, какой-то все-таки потенциал-то есть, наверное, от такого огромного количества людей. Но, к сожалению, вот так вот мы еще пытаясь, некоторые товарищи на этом деле нажиться, на вот этой вот беде, да, ну, мы все знаем, что в Монголии творилось, и в США, видимо, сейчас происходит, да и в Корее, что-то каждый пытается еще выгадать на этой теме, да, типа там какие-то услуги предоставляет, еще что-то. Ну, просто это так смотрится, думаешь, вот такая трагедия происходит, да, уничтожение нашего народа. И кто-то еще пытается там какие-то, как сказать, посреднические услуги оказывать, кто-то нажиться на бурятах хочет или еще что-то там делает. В суды, видимо, ходит там в американские, угрожает, видимо, что типа сдадут, да, людей, что они, как сказать, этот липовый у них кейс, еще что. Ну, то есть Ах, я не знаю, это все со стороны, даже как-то все это мерзко, честно говоря, обсуждать, что вот настолько у нас оказался на самом деле несплоченный какой-то народ, как-то все это обернулось именно вот так. Никакой хорошей, как сказать, ответки, что ли, хотя бы мнение создать мы не можем, как бы не печально это было констатировать. Ну и вообще, честно говоря, на какой-то ступени развития мы сильно русский народ даже, можно сказать, и не превзошли. То есть, ну, у них, честно говоря, ситуация, конечно, у них получше все-таки большой народ, получше с какой-то технической, наверное, составляющей, с умными людьми, но и там процент тех людей, которые здраво оценивают ситуацию, на самом деле небольшой. А тех, кто может действовать, так вообще, можно сказать, практически и нету. То есть это тоже говорит о том, что потенциал русского народа на самом деле, несмотря на его огромную численность, по большому счету не выше, чем потенциал нашего народа или каких-то других оккупированных народов. Ну, это еще раз говорит о том, что этот народ слишком долго находится в крепостном положении, закабалении. Они не могут никак, им не дают, так-то с одной стороны тоже это понятно, что сформировать какую-то мысль, потому что все равно, пока ты не сформируешь хорошо мысль, пока ты не сформируешь идею какую-то, ты ничего не можешь создать. В этом-то как бы и вся проблема нашего общества, что мы вот чтобы как-то отреагировать, чтобы как-то отрефлексировать, надо это сперва все-таки понять, проанализировать и подать. Но смотрите, ну, допустим, вот создаем такие продукты, мы, допустим, да, что-то делаем, но еще печально то, что наш народ в каком-то таком коматозном состоянии находится, что он и рефлексировать перестал. То есть он даже не понимает, о чем вообще, что происходит. То есть к сожалению, длительное пребывание в этом русском мире как-то очень отрицательно сказалось на наших интеллектуальных способностях. Если год назад это был очень активный, сильный, с большой потенцией народ, который мог
создавать государство, какие-то великие дела совершал, то сейчас, через столетие, мы можем констатировать, что мы очень сильно деградировали. И все это из-за того, что мы попали в сильную кабалу, в сильную колонизацию от России. И вот эти вот советские годы очень сильно отрицательно на нас сказались. Тем более у нас не было 30 лет независимости, как в Украине, Казахстане, других странах. Ну, даже Беларусь, я думаю, все равно Беларусь, хоть она и была тоже под пятой, да, этого Лукашенко и находится, но тем не менее все равно у них какая-то идентичность проявляется и как-то так, в общем. Ну, что теперь на будущее делать? Я так понимаю, от наших вот этой вот так называемой элитки ничего ждать не приходится, никакой помощи они бурятскому народу оказывать не будут. Просто тупо свои деньги потеряют, которые отправят опять же на войну с Украиной, и которые в конечном итоге пойдут, получается, на финансирование уничтожения как Украины, так и нашего же народа, и наших вообще коренных народов, потому что пока война продолжается, умирает и разрушается и Украина, и наши народы тоже там умирают вместе с русским народом. И видите, вот насколько это глупая вообще ситуация, идиотская и какая-то чудовищная. То, что наши же ресурсы, наш же народ гонят на эту войну, которая спонсируется из наших же, получается, недр, да, ну, в основном Сибирь же, вот это все, Якутия, Саха и так далее. Все вот завоеванные территории. И если бы не было этих завоеванных территорий, не было бы, по сути, и войны. Потому что не на что было бы воевать, не на что было бы вот эти вот корыта строить и так далее, да, всякие танки, еще что-то. То есть, конечно, логически война кончится только тогда, когда не будет и никаких экономических уже возможностей. Ну, что я хочу сказать. Тем не менее, мы своими какими-то силами будем стараться работать над... Понятное дело, что мы экономически не в состоянии создавать больших интеллектуальных каких-то продуктов, философских, потому что для этого все равно нужно и время, и нужна тоже напряженная, интенсивная работа. Вот я сейчас, допустим, сценарий пишу, и, знаете, голова очень сильно на самом деле устает. Вроде бы сидишь, просто печатаешь, но все равно интеллектуальный труд это на самом деле сложно, энергоемкий. Главное, голова устает, ну, напрягается, охота переключиться. И потому что у нас, видите, нет условий, у нас нет средств к этому. Мы все вынуждены здесь работать. И работать не на какой-то там интеллектуальной работе, а на таких тяжелых каких-то производствах, на заводах, на стройках и так далее. Понятно, что надо все равно искать возможность, все равно это делать. И мы по возможности своей будем все это делать. Но просто хочется констатировать, что на данный момент и зафиксировать это, наш народ в состоянии какого-то анабиоза, в состоянии какой-то комы, литургии, просто молча, равнодушно наблюдает за тем, как идет уничтожение, собственно говоря, подрыв вообще существования нашего народа. Потому что если такая ситуация будет продолжаться, если так много молодых парней будет там умирать в Украине, да, если все это будет дальше происходить, если будет отток населения происходить, то мы просто будем замещены русским народом и все. Туда будут пересылать откуда-нибудь, ну, с других русских земель на нашу Бурятию, и все, и потом только названия какие-то останутся, которые потом они еще и скажут, что это исконно русские названия и так далее. Такая вот, если ничего не делать, такая печальная судьба, которую, ну, в общем-то, они нам и запланировали это все, ожидают. Но в силу своих возможностей, сил будем сопротивляться. Такая вот история. Занаходу на этом я видео свое заканчиваю. Видите, год назад я записывал видео, целый год прошло, все, как я говорил, все сбылось. Начали этих, получается, наших элитку, да, так называемую, начали прессовать, начали отбирать у них деньги. Все это продолжится.
получат они свой 37-й год, свое раскулачивание. Ничего они, как сказать, не поняли. Ну и канут просто в лету безвестными, которые ничего не сделали для своего народа, никак не помогли ему, не спасли. Такая вот, как бы, ну, закономерный результат, я считаю. Как пришли эти деньги, видимо, непонятно каким способом, так и они и уходят. Такие вот дела. Главное, эти деньги были заработаны на бурятском народе, на наших ресурсах. Но вот, видите, когда ты не свободен, когда ты в оккупации, получается, ты не можешь никак распоряжаться эффективно своими средствами, не можешь свой народ, получается, как-то сплотить на какие-то дела хорошие. И все это происходит не по твоей воле. Такие вот дела. Заны худут. Поддерживайте нас, наш канал. Подписка ты, комментарий ты, лайки ты. Зену худут. Заканчиваю видео. Дахину зитра, байрте. Так, Зану худут. Записал я видео. Продолжаю, в общем, вести стрим. Занах, почитаю я комментарии. Казахов 75% только совке уничтожили во время Голодомора, а сколько до этого уничтожали, никто не посчитал еще. Ну да. Вообще, я не знаю как, но на самом деле вообще очень круто, что как вообще, что вообще послужило тому, что в Казахстане такой взрывной рост населения, что сейчас всего две страны, Казахстан, вторая я не помню, где действительно большой прирост населения идет, именно казахского. Как они добились этого? Может быть, все-таки это политика Назарбаева, я не знаю, хотя тоже диктатор. Либо сам народ как-то, знаете, воспрял и ну, начался этот процесс, да. Но это очень здорово, на самом деле, что казахи смогли вот так вот взять и нарастить мощно свое население. Все равно это, как сказать, это очень хорошо. На самом деле, сколько там, 14 или 17 уже миллионов. Ну, цифра такая, в принципе, нормальная, достаточно. Плюс я еще слышал, что там стали строить дроны для защиты, получается, от оккупации. Но на самом деле, конечно, представьте, вот эти все страны наши, да, бывшего СНГ, бывшего Советского Союза, да, СНГ это вообще существовало когда-нибудь или нет? Наверное, умные это люди понимали все, что вторжение будет, что будет вот эта вот оккупационная война, попытка реваншизма. Наверное, они все-таки это все понимали. Но основной народ, я так понимаю, спал, ничего не думал, наоборот, еще как-то лояльно относились к Рашке, что-то верили в эти все сказки, да, про это величие и так далее, про вот якобы то, что такой хороший народ русский. Тут я, кстати, одной блогершей немножко закусился в Инстаграме. Она опубликовала видео про японскую оккупацию Кореи, про то, что японцы запрещали корейские имена, запрещали корейский язык и так далее, да. И я посмотрел, там куча комментариев про то, что то же самое делала Рашка, получается, Советский Союз. Я тоже написал. Я говорю, вы, русские, зачем пишете про Японию или еще что-то? Вы про себя лучше напишите, про то, сколько коренных народов уничтожили. И все то же самое делали у нас. И говорю, вот запрещайте нам изучение нашего языка. Она пишет, где какой закон? Я говорю, какой закон может быть в Рашке? Я говорю, ты о чем вообще говоришь? У вас какие законы соблюдаются вообще? У вас Конституция изменена, переписана. Конституция нарушена вообще. Там президент, он нелегитимный вообще. Он уже какой срок сидит без вообще, на самом деле, какой-то легитимности. Он вообще сам просто, как сказать, захватил власть, да и все, и сидит. И еще и война у вас тоже, говорю, антиконституционная. Войну по Конституции можете вести только оборонительно, когда на вас кто-то нападет. А так, чтобы, как сказать, первыми нападать, у вас там по Конституции срок большой за это в Уголовном кодексе все это есть.
Поэтому что-то тут про законы писать, это просто, говорю, конечно, по закону у вас там все красиво, якобы там все написано красиво, но как в реальности все это исполняется, это же две разницы. Поэтому кто, говорю, вы бы про законы не писали. Вот в США есть конституция, которая ни разу не менялась. В Совке эта конституция сколько раз менялась. Сейчас при этой нынешней Рашке ее тоже уже поменяли. Причем сам Путин говорил, пока я президент, конституция не будет изменена. Вот, кстати, он еще одно говорил, знаете, ну, много раз врет, конечно. Пока, типа, я президент, не будет что-то там два пола или три пола, что-то такое он говорил там. Родитель номер один, родитель номер два. Самое смешное, знаете что? Они же вроде как за эти скрепы борются. И самое смешное, что сейчас пришли к власти республиканцы, которые, ну, вот это вот трансгендеров, вот это все, получается, ЛГБТ, все это отменяет финансирование. И, как сказать, а за что теперь бороться-то вообще? Изначально же цели какие были? Вот бороться с вот этими вот геями, да, и так далее. А сейчас же все это, получается, в Америке все это ничего не поддерживает, да? Все это программы сворачивает. И что, ради чего вообще надо было войну объявлять-то Украине? Зачем надо было вторгаться туда? Зачем столько украинцев уничтожать? Да и свой народ тоже. Ну, для них они не свой. Липсиц по этому поводу хорошо высказывается, но он немножко все-таки все склоняет на Советский Союз. Но, ну, как будто бы, знаете, вот советские деятели, это как будто они, знаете, откуда-то с другой земли явились. Они закономерное продолжение той политики, которую вела Рашка. То есть вот это вот, ну, я понимаю, что он человек умный, но это он почему-то сознательно игнорирует. То есть он не высказывается, он не говорит, что это связанный весь проект. Вот эта вся история, она неразрывная. Хотя он, конечно, говорит о крепостном праве и так далее. Всех этих вещах, снохачества. Кстати, я вот сегодня видео смотрел очень интересное. Оказывается, в свое время, вот 19 век и так далее, я, правда, его еще не досмотрел, обязательно досмотрю. Именно в Рашке как раз-таки, да, и было очень развито вот это вот, ну, можно сказать, ЛГБТ, как сказать, то, что даже вот эти, получается, как сказать, дворяне своих жен, если куда-то задолжали, они, получается, их отдавали, чтобы, ну, как сказать, воспользовались их сексуальными услугами в счет долга. То есть о каких-то там высоких моральных скрепах. Это причем, знаете, видео-то основано не просто так, знаете, какая-то там фейки, да, это, ну, на трудах, причем российских же ученых, историков. То есть это все обосновано на самом деле. Я потом это видео тоже найду и прикреплю к посту попозже. Сделаю. Поэтому тоже ознакомитесь, посмотрите. Ну, там у цели нету унизить как бы русский народ. Просто цель такая, что раскрыть просто глаза. То есть, на самом деле, я же тоже записываю это видео не для того, чтобы кого-то унижать там или еще что-то. Но мы просто должны обозначить нашу позицию вообще, нашего народа. В конце концов, просто должно все стать очевидно и понятно. Мы сейчас находимся в оккупации, и мы должны из этой оккупации, естественно, выйти, обрести независимость, все наши народы. И развеять вот эти вот все мифы, на котором самый главный миф, ну, в нашей, да, истории взаимоотношений, в том, что якобы было добровольное присоединение. Добровольного присоединения не было, это была оккупация, уничтожение, геноцид. Также вот как казахов, да, 70%, саха уничтожили 70%. По-любому и большой процент нашего бурятского народа тоже был уничтожен. Ну и как других народов. Некоторые народы... Вот, кстати, у меня, знаете, какая мысль возникла, я о ней думал, главное о ней не забыть. Надо создать такое видео, где просто, знаете, вот эти вот всякие блогеры любят создавать видео про жестоких немцев, жестоких японцев, которые устроили оккупацию в Корее. Но я хочу создать видео о жестоких русских, которые не только вот наши народы, которые еще живые, да, геноцидили, уничтожали, оккупировали, но и о тех народах, которых уже нет. То есть
Вот они часто снимают индейцев, да, и там рассказывают: ой, индейцы такие бедные, да. Ну так вы сами что творили? Индейцы живые, по крайней мере, остались. Они сейчас свою численность назад обретают. А некоторых народов, которые жили на оккупированных территориях ныне, их вообще сейчас нету. И некоторые народы вот прямо в этой войне, вот, получается, последние умирают там, идут в Украину, там умирают, и все. Это последние представители некоторых коренных народов. Вообще больше их не будет никогда. То есть все, они уничтожены. Как тафалары, допустим. Ну, тафалары сколько? 600 человек или сколько там. Почему они, в общем-то, исчезают, уничтожаются? Ну, просто потому, что идет геноцид, а, спаивание, уничтожение идентичности. И мы, наша задача интеллектуальных людей состоит как раз-таки в том, чтобы сохранить эту идентичность и новую идентичность бурят-монголов создать. Вот я сейчас понимаю, что это, наверное, для меня главная вообще, в принципе, задача. То, чем я должен заниматься, по сути, вот как-то так. Просто анализируя как раз-таки вот это недавнее задержание этого, как у Матханова, и то, что вспомнил я, что видео год назад записывал о том, что, получается, могли бы наши бурятские эти всякие недоэлиты вкладывать деньги в финансирование за рубежом бурят-монгольских, ну, фондов, которые бы занимались развитием бурят-монгольской философской мысли, построения новой идентичности. То есть вокруг каких-то фондов мы могли бы создать вот эти вот культурные центры, где и было бы, да, вот это вот ну, создание всего вообще, формирование бурят-монгольской мысли. Просто без этого, мы видите, без все-таки таких образованных людей, патриотов настоящих Бурятии, мы просто какой-то сброд на самом деле. Нашу элиту же настоящую уничтожили, вырезали все. У нас она больше и не создалась никогда. Мы так вот, как русский народ, вот, он же тоже обезглавленный народ. Причем он обезглавлен очень давно в этом плане. И он тоже вообще, он по большому счету, как сказать, ну их как вот стадо ведут какое-то, они даже не знают, куда идут. И, конечно, украинцы их ненавидят за то, что они им геноцид сейчас устраивают, убивают их. Но, как сказать-то, проблема в том, что вот это вот стадо, оно даже и не может понять вообще, что происходит. Вы просто посмотрите вот эти видео с Золкиным. Они реально просто даже не могут понять, что у них стерто вообще все представления о морали, о какой-то духовности. Ну, действительно, Джахар Дудаев, он был совершенно прав в этом вопросе, когда говорил, что это вот народ без русизма, он, да, говорил, страшной идеологии, без духовности, без религии. Вообще нет ничего, что могло бы влиять как-то на, как сказать, ну, осознание, что ли. Вот что такое вообще русская идентичность? Она вообще есть или нет на самом деле? Ну, если так широко брать. Поэтому, анализируя то, что произошло год назад, когда я записал это видео, когда у меня какой-то был всплеск просто мыслей, записал я это видео, выложил. Сейчас вот пост сделал. Прошел год, слова мои, получается, сбываются. Начали потихоньку 37-й год устраивать для этих вот наших типа элиток, да, которые свои деньги просто теряют. Ну, я уже повторяюсь, получается, да. Вместо того, чтобы... Ну, я знаете, что понял? Надеяться на них смысла нет. Наша, видимо, задача и состоит в том, что вопреки всяким этим вещам, без какой-то хорошей должной поддержки, я так понимаю, что мы ее сильно и не получим. Но каким-то образом надо нам надеяться на свои силы и все это создавать. В общем так. Я думаю, что все равно эта работа потом в будущем пригодится, она будет полезна. По большому счету никто этим, все равно это место сейчас вакантное, никто этим все равно не занимается, поэтому как-то так. Те люди, которые я думал, что они будут что-то делать, оказались в конечном итоге просто пустышки, просто люди, которые заинтересованы в материальных ценностях, поэтому они
никакой ни конкуренции, никакой там ничего из себя не представляет. И, в общем-то, как сказать, ну, это просто вообще никто. То есть это вот они, время пройдет и все. Они никак себя не впишут ни в историю, ни что-то вообще не сделают. Ну, вот как-то куда-то просто исчезнут, да и все. Они уже сейчас исчезают. Такая вот история. Ладно, читай комментарий. Респект человеку с мозгами. Байрла. Не подскажете, где бурятский инженер, хотя бы с одним познакомьте. Ну, приезжайте, устроим вам встречу. Умный чувак. Байрла. Не совсем русскими замещены, скорее весь Дальний Восток будет заселен китайцами. Да не будет заселен. И не Дальний Восток, это вообще Северная Азия. Это Дальний Восток, это колонизационное название, на самом деле, оккупантское. Для нас это не, неправильное название. Для кого он Дальний это Восток? Для нас ни хрена не дальний. Сэм Бена Баир, все правильно говоришь. Байрла. Баир, что думаешь о пропавших Улан-Удэ? Дело рук ментов СССР и Стас. Украинцы переможет. Не знаю. Не знаю про Сысек и Стаса. Это вообще действительно странная история, куда они вообще могли пропасть, как это все произошло. Есть тоже некоторые догадки о том, что это типа русские нацисты устроили, ну, потому что это бурятская же пара куда-то пропала. Ну, вообще какая-то тайна, короче, непонятная. У меня, честно говоря, нет никаких комментариев по этому поводу. Ну, то, что там творится в Рашке, то, что там такой беспредел, вот недавно тоже видео показывали. Просто какой-то чувак э, свою жену приревновал, в 7 утра к ней домой пришел, в подъезде, как сказать. Ну, то есть они уже в бракоразводном процессе находились, она уже сошлась с каким-то парнем. Просто пришел в 7 утра, представляете, 7 утра, и начал убивать, получается, вот этих вот людей. Сперва мужика зарезал, а потом женщина зачем-то из квартиры вышла, побежала по улице, и он ее догнал, тоже ее зарезал. Это в 7 утра происходит. Ну, это как сказать, подпись такая, да, типичная Рашка, да, там, то есть обычные будни, да, там. Вот так, обычный день в Рашке, вот такая вот история получается. То есть то, что там творится, такой беспредел. Просто когда ты живешь в Корее, когда, ну, какие-то инциденты тоже происходят, но очень редко. И сами корейцы, вот куда бы ты ни пошел, я не знаю, у них менталитет что ли другой. Но это, я считаю, что очень какая-то спокойная нация, которая а, вообще не старается сами они провоцировать тебя или еще что-то. Ну, какие-то очень спокойные люди. И здесь в целом, ну вот вечером, ночью ты куда-то идешь, ты, ну, как сказать, чувствуешь себя в безопасности. Ну, понятно, что может быть еще и страна маленькая, хотя это вряд ли как-то влияет. Наоборот, чем больше густо заселена, тем, по идее, должно быть больше всяких преступлений. Но я думаю, все-таки то, что однородная, видимо, нация, не было вот этого вот крепостного права, как-то они по-человечески все друг к другу относились. Ну, единственное, они, конечно, не любят японцев из-за оккупации, но сейчас это как-то уже отходит на самом деле. Потому что все равно, что японцев, туристов здесь очень много на самом деле, что корейцы сами туда и ездят, летают. Ну, рядом же на самом деле. И зарабатывают хорошо. В этом плане, видите, вот как раз я у себя там сторис опубликовал. Здесь, допустим, машина Samsung SM5 2 литра 2014 года стоит в вонах 2 миллиона 300. По нынешнему курсу, ну сейчас вона немножко просела, 145 тысяч где-то. Ну 150, ладно, да, в рублях. Это получается в долларах сколько? Ну 1800, наверное, долларов где-то так. В Рашке уже где-то эта машина будет стоить миллион. Потому что там, ну, если именно ее растамаживать, да,
то, что она старше 5 лет, потом там 100% пошлина же за нее, за растаможку. То есть там же такой закон, что вот стоимость машины, да, сколько она, ну, допустим, там 500 тысяч стоит, да, то есть еще Рашка берет еще 500 тысяч за то, чтобы ее растаможить. Потом еще какие-то там налоги. И того вот машина, которая 145 тысяч стоила, она уже в Рашке стоит там больше миллиона. А если бы, как сказать, ну, с учетом доставки, она бы стоила там, ну, хотя бы 300-250 тысяч. Да, это тоже не сильно маленькая сумма для Рашки, с учитывая ее там среднюю зарплату в 30-40 тысяч. Ну, я обычное население говорю, обычные люди, которые примерно так и получают. Ну, 200-300 долларов. Но все равно это была бы куда-то более-менее подъемная сумма. А представляете, ну, они могли бы это как-то поднакопить, кредит взять. А когда уже машина миллион там с лишним стоит, ну, это уже почти что-то недосягаемое. А здесь средняя зарплата и есть где-то 2,5-3 миллиона. То есть среднестатистический кореец, обычный вообще, там, не знаю, какой-нибудь рабочий обычный, на заводе где-нибудь работает, и то по 9 часов, там, без чинобов, без переработок, он может спокойно себе, ну, 3-4 миллиона, которые получает, за один месяц такую машину купить. Другое дело в том, что здесь, конечно, у них более повышенные требования. Ну, если ты что-то можешь купить себе за месяц, значит, это для всех остальных корейцев не является чем-то таким, ну, как сказать, невозможным, да. То есть, конечно, они стараются не 2014 года покупать машины, а 24 года или 23-го, и какие-нибудь там, какие-нибудь, не знаю, крутые там айоники какие-нибудь, ну, типа там электрические или еще что-то, Теслы. Ну, кто хочет выделиться, понятно, покупают западные машины, BMW, там, Mercedes, что-то такое. Ну, просто вся страна ездит в основном на корейских машинах, и кто хочет как-то вот, типа, выделиться, он там носит Прада, что-нибудь такое, бренды, и покупает себе такие машины. Ну, вот как-то так. То есть для нашего нищего народа вот приехать и купить себе какую-то машину, которая, которую кореец рядовой может себе за месяц позволить, это уже, понимаете, все, он, как бы сказать, типа, закрыл свой там, да, гештальт, все там, за этот, как сказать, купить машину, да, там чуть ли не мечта жизни, да, вот все, он ее купил себе 2014 года, типа, вот, навье, да, там, типа, никто не сидел. А для корейца это будет капец, десятилетней давности старая машина какая-то, проперженная, да. То есть, видите, здесь совсем разный, как сказать, уровень жизни все-таки у Кореи и у Рашки, и совсем разные представления вообще. Привет из Казахстана. СМБН, Казахстан. Метисов с бурятами раньше на 90% записывали русскими, сейчас самосознание растет, но в браке, например, Саха опять метисы якутами считают себя. Так, у кого в оккупации находимся? Ну, к сожалению, у крепостного народа. Дискриминация бурят широко распространена в России. Не только бурят, вообще всех народов. Так, буряты спасут мир, еще увидите, запоминайте. Но такую мы миссию, конечно, себе не ставим, но то, что, ну, в плане того, что мы будем бороться за свое освобождение, то, что Рашка рухнет, это действительно так-то и будет спасение мира, потому что Рашка и является на самом деле главной, по большому счету, занозой, да, вот они даже сами себя занозой зовут в песенках, правда, там как-то уменьшительно-сказательно занозонькой, на самом деле это огромная заноза, которая спонсирует мировой терроризм, вот этих вот всяких там Талибан или еще кого-то там. Ну, это же они со времен еще, когда там, каких времен все это делают. Спонсируют. Про бурят засекреченные архивы немногое раскрыли при Бакатине в 92-м. В Иркутск-прессе это был кошмар, тут же прикрыли. Да, надо было, конечно, все это, как его, индейцы отдыхают. Надо было там переписывать, копировать. Ну, я надеюсь, все-таки потом архивы все эти всплывут. Это здание ФСБ надо будет, чтобы они не успели документы сжечь, все это придать огласке. Но осталось проклятие на городе Братск, слышала. Ничего про Баирова я вообще не знаю. Тем более он не поддерживает
независимость. Я не знаю, он вообще за что там боролся. Сейчас я так думаю. Ну, что-то вот типа за все хорошее против всего плохого. Поэтому я не знаю, что у него там вообще как дела. Вы лишний синий цвет Клауд добавили. Почему лишний-то? Вот у нас. Это же флаг Бурятии. Какой лишний цвет? Пропаганда терроризма. Слушай, у вас же много там у каждого родни. Зачем ты этот кипиш разгоняешь? Ты думаешь, если кипиш начнется, весело будет? Причем здесь кипиш-то? Здесь не в кипише дело, а в том, что мы, к сожалению, занимаемся тем, что мы реагируем на свершившиеся события, а не и то с заторможенной реакцией, а не на предупреждение. То есть, если бы у нас действительно были патриоты своего народа, во власти, в элите или еще где-то, люди, к которым люди прислушивались, когда началась, ну, как минимум, вот это вот... Ну, если бы такие люди были, у нас бы не было, как сказать... В 90-х, возможно, мы бы даже... Более мощная у нас попытка была бы обретения независимости. Не застопорилось бы это все. Затем с нашими проектами всеми, да, там была бы лучшая ситуация. Не позволили бы мы так варварски вырубать наш лес, в том числе на Байкале, разворовывать наши природные ресурсы, устраивать такую нищую скотскую жизнь для наших бурятов. Экологических проблем меньше было бы в столице, ну и вообще по Бурятии. Сам Байкал бы не позволили загаживать. Ну, то есть, видите, когда у нас нет на самом деле, как сказать, вот что Рашка всегда делает во всех народах. Она же всегда уничтожает какую-то мысль, какое-то понятие гордость национальную. Они первым делом это у русских уничтожили. Еще очень давно. По большому счету, русский народ, он же даже не может осознать, что он делает. Он, как сказать, живет как-то по накатанной. И все. Ну, и просто в какой-то перманентной, в какой-то постоянной злобе ко всему остальному миру. И они даже сами не могут понять, за что всех остальных ненавидят. И получается так, что тех, кого они купируют, они в первую очередь лишают духовности, гордости и какой-то вообще мысли, да. Вот что они делают. И когда действительно человек, ну сами подумайте, вот просто человек, да, когда ему голову отобьют, да, он же уже не дают вообще продохнуть, все время в какой-то нищете держит, в пьянстве, в полуголодном, он, ну, как сказать, не может никак начать соображать, что вообще с ним происходит, когда ему передыху никакому не дают. Вот так же с целыми народами происходит, и с нашим тоже. Такие дела. Средняя зарплата под 60 тысяч. У кого она 60 тысяч? Ну, 60 тысяч это даже миллион вон не будет, на самом деле. То есть, ну, не надо врать, на самом деле. Какие 60 тысяч? Все это сказки. Я понимаю, что, знаете, это как кто-то ест мясо, кто-то ест там, что там, огурцы, да, там, или как это говорится-то? Типа вместе получается, как будто бы эти тефтели, да, или что там, голубцы. Кто-то капусту ест, кто-то мясо, а в среднем как будто голубцы. То же самое, кто-то получает 30, кто-то получает там 180 тысяч, депутаты какие-нибудь, чиновники. А вместе они как будто получают там 100 тысяч, да, средняя зарплата получается, типа такого. Но это же не так. Кого эти... Вот, каких 30 тысяч я вообще тоже завышаю. Вот женщина недавно показывали видео, уволилась, записи они делали. В деревне в какой-то живет, почтальоном работает. У нее зарплата 4000 рублей. Это $400 даже не будет, да, получается. Ну, где-то $400.
Зарплата $400, 4000 несчастных рублей, на которые ты ни хрена не купишь, даже живя в деревне. Э, Естественно, она подумала, нахера мне все это надо, и уволилась оттуда. И сейчас там некому, там пенсионеры, некому доставлять, они там не ходячие или еще какие-то. Некому даже пенсию им доставить. Так что вы там про какие-то 60 000, ну это просто смешно. Если тридцатка есть у человека, это уже, как сказать, уже у него там вообще все нормально, все в шоколаде. Про какие-то 60 000, это вообще просто смешно слушать. У кого есть это? Это очень хорошая считается зарплата. Прямо даже супер вообще. В России много россиян, которые не любят аппарат управления со стороны, но они не виноваты, что случилось. Да, ну, с одной стороны, то, что я говорю, уничтожена вся эта элита, и то, что народ такой безмозглый, то, с одной стороны, это верно, действительно. Так, долой рашизм. Так, так, так. Приезжайте ко мне в Америку. Проблема малых народов в том, что у них нет своей науки. Первое, что делает народ, это уничтожать все, что связано с колонистами. Когда вас в покое оставляют, приходит отрезвление. Да в том-то и дело, что колонисты и уничтожают именно мысль, именно национальную элиту. Вот это 37-38 год, для чего был устроен. Это же не только сталинская тема, это, как сказать, при колонизации это наших народов это же тоже все проводилось. Это периодически идет такое геноцидное, короче, уничтожение наших народов. Ну, если они 70% русские уничтожили саха, якутов при оккупации, и столько же казахов, ну, я думаю, и бурятов тоже, на самом деле. Потому что, видите, не может нас так быть очень мало. Почему монголов тоже так мало? Просто, ну, как монголов, это понятно, что тоже там халха, это все мы, получается, монголы, это что калмыки там, что Тува. Конечно, такое большое количество. Просто я так понимаю, что, наверное, русского народа тоже когда-то было очень много, раз их до сих пор так много. Хотя украинские ученые там, я не знаю, конечно, но приводят цифру в 90 миллионов настоящего населения Рашки. Поэтому, возможно, и так. То есть, видите, можем ли мы доверять действительно рашкинской вот этой вот статистике, которая полностью вся построена на лжи, как и все, что в Рашке есть? Ну, там все ложь полная. Ну, когда-нибудь, я думаю, мы все-таки узнаем правду, какое реальное количество населения в Рашке. Так, ладно, скоро я начинаю заканчивать. Начинаю заканчивать, скоро буду заканчивать. 90 миллионов это все, включая национальные республики. Русская империя боится до сих пор монгольскую империю, поэтому регулирует численность монгольских народов на территории РФ. Ну да, буряты и халха чутка разные по происхождению. Ну, в целом, все равно это, если вы пожили в Монголии, то практически все одинаковое. Да и вообще это все равно монголы, монгольские народы. Никуда от этого не уйдешь. Может и разные, но это было очень давно. Сейчас уже об этом судить смысла нет. Язык практически один. Надо какой-то, конечно, видите, я не такой специалист, к сожалению, из-за того, что у нас в школе не преподавалось, и не в ВУЗе, и, даже истории Бурятии-то по большому счету не было. У нас история Бурятии, по-моему, только в колледже у меня, по-моему, была, и все, и то чуть-чуть. И каких-то хороших специалистов-то не было, давайте уж честно признаем. Поэтому, видите, как вообще может формироваться бурятская научная, техническая и так далее мысль, когда все это уничтожается?
Но видите, русский народ может сильно в этом плане не задирать нос, потому что вы посмотрите, что сейчас, вот того же Липсица, послушайте, сейчас они всех своих ученых уничтожают сами, сажают их там, вот эти НКВДшники, и они всегда так делали. Поэтому, видите, у русского народа какая-то есть вообще сверхспособность самим же свой народ угнетать и уничтожать. Вот этого вообще никто не делал. Никакие сторонние силы никогда этим не занимались. Вот у них сверхспособность, это сами себя они всегда вот так вот уничтожают и сами же свои эти... Причем винят в этом всем, там, не знаю, евреев, еще кого-то. Как они нас называют? Джекичаны, да, там, ну, азиатов. Еще как-то. Ну, это, видимо, знаете, после того, как узкоглазые, видимо, все-таки они слишком все-таки это жестко, видимо. Джеки Чан для них, видимо, это как-то более лайтово стало, что ли. Просто я недавно услышал. Это раньше был узкоглазый звали. Сейчас уже как-то это все равно чуть-чуть образовываются как-то так. Так уничтожает народ просто группировку власти. Ну, это, видите, я уже говорил. Это того же Липсица, еще каких-то людей послушайте. Это слишком долго идет. Ну, тот же Савромат. Знаете, про Вторую мировую войну тоже интересно. Он никогда же особо не высказывается про пакт Молотова-Риббентропа. Говорит Великая Отечественная. А вот недавно где все-таки проговорился. Знает он историю. То, что Польшу как оккупировали немцы с советскими войсками совместно же. Польша пока воевала, там, он какой-то исторический пример приводил про Польшу. Типа, пока воевали с немцами поляки, там эти на помощь русские подошли. Ну и, получается, с двух сторон окружили Польшу и разделили. Он это все старательно старается избегать сознательно, но проговорился, короче. А я думаю, почему он, как сказать, все время вот эту тему не трогает, Вторую мировую-то? Про пакт Молотова-Риббентропа, про вот эти вот многочисленные свидетельства того, что там вот эти вот, ну, то, что русские военные там делали на оккупированных территориях, насилие и так далее, как сказать, вот это же все опускается, это все в советской никогда все это истории, там, в книгах, в фильмах все это не показывалось. Все время это вот такой образ героический. Ну, на самом деле, все по-другому было в реальности. И вот эти мясные штурмы, они же не сейчас появились, и даже не во Второй мировой. Это с каких времен-то идет? Еще с этого Ивана IV, откуда-то оттуда. При этом я еще удивляюсь, как все-таки русский народ, он... Видимо, за счет высокой какой-то рождаемости они смогли так все-таки поддерживать свое количество и даже преувеличивать его. Либо это просто какие-то сходные народы, они, как бы сказать, ассимилировали, ну, которые на них более похожи, как-то так. Просто вот сам русский народ это вообще что? Там есть вот где-то какой-то чистый действительно русский человек. Это тоже непонятно сейчас. Что там, не читаете комментарии, которые открывают ваше истинное лицо? Какое мое истинное лицо? Русские сейчас организуют русские сообщества в ТГ очень много. В этих группах идет пропаганда всего русского, поддержка друг друга в бытовых вопросах, услугах, призывы, что народ русский объединялся. Привет, все человечество находится в матричной... да это вечно вот в этом живут, каком-то этом... в каком-то, как сказать, это же все тоже такая позиция, типа, как сказать, как-то себя оправдать, свое бездействие, типа, вот во всем мире такая ситуация, никто не может, поэтому нам надо сидеть дальше на жопе и все, ничего не делать. Ну, все это, знаете, я вот сегодня про это снохачество послушал, да, видео. Это снохачество
Это не придумка какая-то, это действительно исторические факты. Это же все шло с откуда? Всяких судебных разбирательств. То есть это ученые, историки, вот это все, причем российские, русские ученые, историки, все это, историю эту рассказывают, получается, в своих трудах. И видите, в чем, с одной стороны, вот эти вот церковно-приходские всякие там эти дела, они хороши тем, что они же хранят и эти административные всякие вещи и так далее, жалобы и так далее. Ну, то есть это по большей части сохранилось. И вот это снохачество, оказывается, действительно было распространено. То есть что это такое? Это снохач, то есть ну, мужчина, получается, да, средних лет, где-то к 50, а, когда женил своего сына, этого сына затем отправлял куда-нибудь бурлаком, куда-нибудь на Волгу или еще куда-нибудь работать. И сам в этот момент начинал сожительствовать со своей снохой, ну, то есть женой сына. И потом там вообще такой бардак получался, что непонятно было, кто на самом деле твой типа отец, там брат и так далее. То есть так оказывалось, что кого ты считал своим братом, ой, отцом, он, оказывается, не твой отец, а, ну, как сказать, твой дядя или кто, или брат, получается, как-то так. А твой отец на самом деле твой дедушка. И там, ну, как сказать, такая вот беспорядочная, получается, какая-то неразбериха получалась, и все. И это, видите, из-за вот этих вот всех дел, из-за снохачества, из-за какой-то вот такой вот разгульной жизни, кстати, много было вот представителей ЛГБТ, оказывается, в те времена. И, видимо, из-за этого, знаете, вот зная все это, видимо, такая критика идет почему-то Европы или еще Запада, когда вот в бездуховности обвиняют, когда сами, наоборот, по уши в этой всей бездуховности другие народы. Хотя это все не выдумка, это все там не какая-то клевета, поклепа, это все исторически как бы факты. Получается, что снохачество, что вот это вот ЛГБТ тех времен, да, что там как сказать, ну, типа что-то проституции или так далее. Как-то так. То есть даже сами европейские вот эти вот, как сказать, путешественники, которые приезжали в Рашку в те времена, ну, удивлялись вот этому разнузданности и ну, какой-то, как сказать-то, распущенности, да, вот, что-то слово подзабыл. То, что творилось, да, и то, что вот это ЛГБТ были сообщества. Ну, то есть там, э, получается, спали с какими-то молодыми парнями и так далее, мужики. Ну, как-то вот что-то такое, короче, было. Ну, видимо, из-за этого тоже как-то это все повлияло на моральный облик, что ли. Почему вот так вот все происходит сейчас. И потом никак не могут признать, получается, да, что это вот с ними все происходило. И все винят на Европу и так далее. То есть, ну, это же все, согласитесь, вот они вот, нацисты обвиняют в нацизме другие народы. Вот, ну, это же всегда было, да. Чеченцев обвинили в том, что они вот типа там какие-то сепаратисты, нацисты и так далее. А они просто боролись за свою независимость. Сейчас украинцев в нацизме обвиняют. Но где настоящий нацизм-то? Он в Рашке есть, потому что какой геноцид-то с нашими народами творится? И все это же не признается. То есть всегда вот свою какую-то эту сублимацию, все это переносится на другие народы. Вот какой-то есть идеальный такой якобы скрепный русский народ, который вот вообще, как сказать, какой-то девственный вообще. Они там не рождаются из как чрево, да, как-то, не знаю, с небес как будто сходит, и вообще у них там и секса-то даже нет. Он, даже говорили же в Советском Союзе секса нет. Как-то там все это, как это, непорочное зачатие, да, там никогда не выпивают, ничего, вот такие вот вообще идеальные какие-то сверхлюди. И все вокруг, все какие-то чморики, все какие-то там Джеки Чаны, да, еще кто-то.
Как-то так. Такие дела. Да какой там мораль с моралью великого русского народа? Это же великие людоеды. Ну да, согласен. Ордут женщины очень аморальны, поэтому снохачество происходит. Вячеслав, наоборот, хвалит и пиарит традиции, мультур русского народа. За худут. На сегодня, наверное, все. Основную мысль я выразил. К сожалению, хочу сейчас что сказать. Из-за того, что наш и вообще все наши народы подверглись геноциду со стороны оккупантов, со стороны русского народа, наша элита настоящая была вырезана, наша какая-то философская научная мысль подорвана, и в самые сложные моменты нашей истории мы никак не можем собраться, объединиться и создавать нашу новую идентичность. Я сейчас говорю, наверное, про многие народы на самом деле. Ну, у кого-то это все-таки ситуация, я считаю, получше. Но опять-таки здесь надо понимать, что есть еще и всякие фейковые ФСБшные организации, которые притворяются якобы национальными организациями, но такими по сути не являются. И они как раз работают именно на распыление нашего потенциала. Поэтому надо все-таки, ну, видите, мы не в состоянии их побороть, но мы в состоянии делать нашу работу, а они, соответственно, видно будет через время, что они ничего не делают, просто они кричат много о чем-то бесполезном, какие-то всякие алкостримы устраивают или еще что-то, ведут себя безобразно, с ужасными биографиями эти люди, и, ну, связанные с какими-то кланами и так далее. Все это непонятные люди какие-то левые. Но все время рассудит нас всех. Но наша задача, тех, кто что-то хочет для своего народа делать, сейчас в эмиграции, работать именно над созданием вот этой вот нашей новой идентичности и какую-то мысль создавать как-то так, чтобы, ну, мы можем только возрождать, потому что, ну, мы, как сказать, в очень тяжелом состоянии сейчас на самом деле находимся. Наши вот именно, кто в оккупации находится, народы. Такие дела. Зану худут. Байрла, комментарий башты, лайки ты, подписка ты, зану худут. Дахинул за траба, байрла.